В Якутске стартовал первый этап акции «Внимание, дети». Сегодня инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд в пригороде. Утром остановили первых нарушителей, есть штрафы. Сюжет с Аргаланы Федоровой. 8:30 утра. Родители везут детей в школу и детский сад. Максим Эверстов живет рядом с детским садом, поэтому решил проехаться без удерживающего устройства. Нарушитель получил штраф. Когда в город едем, постоянно садим ребенка в кресло, а здесь внутри поселка решили как-то проехать. И тут как раз стоят сотрудники ГАИ. Вот у меня выштрафовали на 3000 рублей. Сказали, что если оплатить в течение 20 дней, то это будет 50%, 1500. Будем платить, что делать. В следующий раз уже будем знать. С 12 июля прошлого года изменились правила перевозки детей. Детям до 7 лет нужны автокресла и бустеры. А детям от 7 до 11 лет достаточно лишь удерживающих устройств на заднем сидении автомобиля в соответствии с ростом и весом ребенка. Но некоторые водители нарушают эти правила. Да, я буду хорошо пристегивать детей. Правильно, да? Правильно. И так они пристегнуты. Пристегнуто это хорошо, но правильно пристегнуть детей еще лучше будет. Да, хорошо. Поэтому, согласно кресле правилам дорожного движения, почитайте еще раз пункт 22.9. За 1 час 7 нарушителей, которые игнорируют использование детских удерживающих устройств. А есть и такие, кто неправильно их использует или сами не пристегиваются ремнем безопасности. Согласно статистике детского дорожно-транспортного травматизма, 3 ДТП из 10 происходят из-за нарушений при перевозке детей. Вот родители, которые есть, перевозят детей на коленях. И даже в том случае, когда родитель держит и думает, что он держит ребенка очень хорошо и сильно, да, в любом дорожно-транспортном происшествии, даже это будет скорость буквально 20-30 км в час, то уже у ребенка его вес 10 килограммов превысится в десятки раз. Родитель никак не сможет удержать своего ребенка на своих руках. С начала года на территории Якутска произошло 29 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В 24 случаях усматривается вина водителей, а дети же виноваты всего лишь в 5 случаях. Причем все 5 – это переход проезжей части в неустановленном месте. Дорожные инспекторы каждый день будут проводить рейды рядом с дошкольными и образовательными учреждениями. Акция продлится до 10 июня. Аргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск.